Сплавы по рекам, пешие экскурсии, походы в горы. Услуги на любой вкус. Прогулка по выставочным рядам как путешествие по родному краю. У каждого муниципалитета свой туристический козырь. На юг приглашают представителей Прилузья. Здесь и тихая охота, и маршруты по заповедным местам. Сказать, что у нас налажен поток туристов, пока нет. Но туристы ездят. Ездят гости из Сыктывкара, гости из соседних районов, из Кировской области, с которой мы граничим, из Мурашинского района приезжают к нам на объекты. В этом году мы презентовали этнотуристический парк Тарачева, на который мы возлагаем большие надежды в будущем и надеемся, что туристы к нам потянутся. А вот стенд Усинска, хоть и непривычно скромный, но при этом тоже заставляющий остановиться. Муниципалитет представил фотографии и картины двух путешественников – пейзажиста Евгения Коптева и фотохудожника Леонида Скальского. Один из самых заметных маршрутов по следам геолога Чернова. Просто есть места, которые не пройдешь просто так. Есть места, где уникальные, наверное, во всем мире нет подобного. И более того, вот так же, как наши Шарью, так же вот как тиманские скальные города, они пронизаны и историей, и легендами, и, наверное, какой-то энергетикой бешеной, потому что там и сны видишь другие, и чувствуешь себя вот абсолютно по-другому. На этой выставке пища не только для ума. Посетителей сначала угощают пельменями. Горячий еще, но очень понравилось. А затем и вовсе учат готовить. Самых маленьких – расписные имбирные пряники, гурманов постарше – семгу по коме. Развлекают гостей выставки как только могут. У стенда Сыктывкара, к примеру, предлагают прогуляться по виртуальному городу. А вот другая популярная площадка – новогодняя фотозона. В год желтой собаки Дед Мороз предпочел отправить оленей в отпуск. Оленям я сей год дал отдохнуть и решил приехать на собачьи упряжки. Вот они, мои верные помощники, здесь, пока я не растаял. Как сделать туризм в республике популярней и доступней? Главная проблема развития отрасли – отсутствие необходимой инфраструктуры, в частности дорожной. До некоторых мест добраться порой нереально. При этом этой самой дикостью и нетронутостью Коми привлекает туристов. Министерством культуры Российской Федерации была признана Республика Коми как один из передовых регионов по развитию именно этого вида туризма. И я хочу здесь с высокой трибуны гарантировать, что в 2018 году мы введем финансовые формы поддержки именно для сельского туризма в нашей республике. Министр культуры подчеркнул, в 2018 году должна быть разработана стратегия развития сектора. Особое внимание уделят брендам территорий. Историй и легенд хватает, нужно собрать их воедино. Под занавес ярмарки розыгрыш призов. Главный приз – полет к бренду региона и 7-му чуду света России. Я очень хотела побывать и на Мань-Пупенюр, и вообще на Приполярном Урале, в верховьях, допустим, реки Печоры, Троицко-Печорском районе. У меня такая заветная мечта побывать вот в этих районах. Есть желающие со мной полететь. Супруг у меня уже сказал, что ты меня-то возьмешь. По словам директора компании туроператора, плато станет доступнее. Со следующего года вблизи него построят взлетно-посадочную полосу, а добраться до знаменитого места можно будет на самолете из Сыктывкара за 2 часа. Таисия Жакова, Антон Ворожищев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.